Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Бадра Гунба будет осуществлять прием граждан по личным вопросам. Записаться можно через общественную приемную главы государства. После встречи с группой художников президент лично выехал в Сухумское худучилище, которое нуждается в расширении. Отдел ВАК по развитию молодежи и физической культуры подвел итоги музыкального проекта «Музыка в селах». Президент Абхазии Бадра Гунба будет осуществлять прием граждан по личным вопросам. Записаться можно через общественную приемную главы государства. 5 июня президент принял около 30 человек. Обращения касались лечения, трудоустройства, помощи малому и среднему бизнесу. Ряд вопросов, с которыми граждане обратились к президенту, были решены на месте. Помимо личных вопросов обсуждались и вопросы общественного значения. Так, Бадра Гунба пообещал изыскать средства для приобретения транспорта для Федерации футбола инвалидов-ампутантов, оказать содействие в осуществлении поисково-издательского проекта «Абеги». На приеме у Бадры Гунба побывала группа художников. Они рассказали главе государства о состоянии Сухумского художественного училища имени Чачба, которое, по их мнению, нуждается в расширении. После встречи президент выехал на место и лично ознакомился с положением дел. Репортаж Гунды Шоуа. Встреча президента с руководством училища стала прямым ответом на просьбу художников, озвученную в рамках диалога с представителями творческой среды республики. Бадра Гунба подчеркнул важность развития художественного образования и подготовки квалифицированных кадров в сфере искусства. Сегодня на встрече с творческой интеллигенцией, с художниками Абхазии, именитыми художниками Абхазии, был поставлен вопрос о расширении объекта, где могли бы готовиться студенты. Я сегодня посетил училище, посмотрел возможности расширения здания. И я уверен в том, что такого рода поддержка даст дополнительные возможности для более профессионального обучения студентов, которые, безусловно, для нас важны. Готовим проект пристройки, это более 100 квадратов, в которых будут располагаться новые классы, студии, которые придадут особую возможность дополнительно готовить специалистов и профессионалов своего дела. Художники предложили восстановить старое здание, расположенное во дворе училища. Но, по мнению руководителя подрядной организации Рустама Цвейба, оно не подлежит ремонту. Поэтому было принято решение о сносе старого здания и постройке на его месте нового двухэтажного. Глава государства поручил представить план строительства в ближайшее время. Да, вот под 100 квадратов как раз вот спрашивал, сейчас вот под 100 квадратов помещения должны быть в 2 этажа. Бадра Гунба также осмотрел мастерские училища. Преподаватели и студенты представили ему проекты, над которыми сейчас работают. Президенту показали макет памятника абхазскому поэту Ио Когоня. Также был продемонстрирован памятник царю Леону II в исполнении Амирана Адлиба, который впечатляет размерами и идеей. Директор нашего училища, скульптор Амир Адлиба, народного художника Абхазии, он делает конную статую Леона II. То есть, когда мы говорим, что нашей государственности 1200 лет, вот от него и начинается. И найти место, довести до ума эту работу, и чтобы этой статуи, этой идеи, чтобы было продолжение. Он посмотрел, сказал, что привлечет специалистов, в первую очередь привлечет монументальную комиссию, которая рассмотрит со всех сторон, что не хватает, людей, которые скульптуру знают, могут подсказать совет, чтобы был, а потом уже, если да, то довести до ума, снять форму и выбрать место, где это можно сооружать. Президент заверил, что вопрос расширения Сухумского художественного училища будет тщательно рассмотрен и предприняты меры для поддержания развития художественного образования в Абхазии. Данное решение является важным шагом в развитии культуры и искусства республики, создавая благоприятные условия для воспитания будущих поколений художников. Гунда Шоуа, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение.
Премьер-министр Владимир Делба обсудил с вице-премьером, министром внутренних дел Робертом Киут и заместителем министра внутренних дел Бесланом Чкадуа статистику нарушений правил дорожного движения после установления на центральной трассе от Псоу до Сухума новых камер видеофиксации нарушений ПДД. Роберт Киут сообщил, что водители в целом стали дисциплинированнее, стараются не нарушать скоростной режим. Установление современных камер видеонаблюдения запланировано и в восточной части Абхазии. На встрече также обсуждался ряд вопросов, касающихся работы МВД. Министр иностранных дел Олег Барцец встретился с сопредседателями международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье Джихан Султаноглу, Магдаленой Грано, Криштофом Эрнст Шпити. Олег Барцец подчеркнул, что абхазская сторона исходит из того, что главным вопросом является необходимость выработки и подписания с Грузией юридически обязывающего документа о неприменении силы, и напомнил, что механизм по предотвращению и реагированию на инциденты в Гале не работает из-за позиции Тбилиси. В ходе встречи с председателями Олег Барцец также подчеркнул, что в Абхазии обстановка стабильная. Республика развивается в разных областях, и в этом ведущую роль играет сотрудничество с Российской Федерацией. Он также подчеркнул, что Абхазия будет продолжать расширять контакты с внешним миром, работать над широким международным признанием в качестве суверенного и независимого государства. 64-й раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье состоится 25 и 26 июня. Министр иностранных дел Абхазии Олег Барцец прибыл с рабочей поездкой в Российскую Федерацию. По прибытии в аэропорт его встретили представители МИД России. 6 июня состоится встреча Олега Барцеца с его российским коллегой, министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В ходе предстоящих переговоров стороны обсудят актуальные вопросы повестки межгосударственного абхазо-российского сотрудничества. Абхазский фонд «Центр поддержки и развития абхазо-российских гуманитарных инициатив» подписал соглашение о сотрудничестве с Российским фондом Ассоциации территорий расположения атомных электростанций. Подписи под документом поставили главы фондов Даур Ковы и Андрей Захарцев, сообщили в Минкульте. Ковы подчеркнул, что Абхазию с фондом и концерном «Росатом» объединяют многолетние дружеские связи, и опыт развития культурной среды в российских атомных городах интересен для республики. Поступления налоговых платежей в бюджет за май составили 412 миллионов 920 тысяч рублей или 121%, сообщает Министерство по налогам и сборам. За 5 месяцев в бюджет республики поступило налоговых платежей на сумму 2 миллиарда 100 миллионов 337,5 тысяч рублей. При плане в 1 миллиард 883 миллиона 786 тысяч. Выполнение составило 111%. Сотрудники Государственного таможенного комитета в ходе досмотра автомобиля в зоне таможенного контроля обнаружили и изъяли психотропное вещество. Материалы по данному факту направлены в следственный отдел СГБ для принятия процессуального решения. 31 мая в ходе реализации оперативной информации сотрудниками правоохранительного подразделения таможенного поста ПСОУ ГТК Республики Абхазия совместно с сотрудниками Гагрского районного отдела СГБ Республики Абхазия в зоне таможенного контроля и режима грузового транспорта по направлению импорт был остановлен и досмотрен автотранспортное средство марки Mercedes Sprinter под управлением гражданина Республики Абхазия Адли Балхаса Варламовича, 1982 года рождения. В ходе досмотра транспортного средства в багажном отделении были обнаружены и изъяты 7 капсул психотропного вещества прегабалин общей массой 3 грамма, а также были обнаружены и изъяты 5202 капсулы, являющиеся противоэпилептическим лекарственным препаратом габапентин, согласно заключению КЦ МВД Республики Абхазия от 1 июня 2025 года. Материалы по данному факту направлены в следственный отдел СГБ Республики Абхазия для принятия процессуального решения. С
6 июня по 6 июля будет проходить регистрация инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов для участия в повторных парламентских выборах по избирательному округу номер 26, сообщили в ЦИК Абхазии. Решение о регистрации кандидатов комиссия примет в течение 10 дней. Повторные выборы по избирательному округу номер 26 назначены на 26 июля. Столичный детский сад «Солнышко» восстановят за счет средств администрации Сухума. Такое решение принял глава города Тимур Агарба. На данный момент рабочие горстройпроекта расчищают территорию от зарослей, чтобы строители могли приступить к восстановительным работам. Детский сад «Солнышко» – это бывший дом князя Иналыпа, построенный в 1892 году. В советское время здесь проживали известные государственные деятели Ефремешба, Николай Акертава и Архип Лабахуа. На территории находятся парковые скульптуры, сделанные в 30-х годах 20 века. Все они будут сохранены, в том числе и единственный в Сухуме памятник Ленину. Дошкольное учреждение «Солнышко» в Сухуме будет восстановлено за счет средств столичной администрации. Такое решение принял глава города Тимур Агарба. Детский сад «Солнышко» по улице Академика Мара, 50 функционировал до 2012 года. Затем его закрыли на ремонт, который со временем сошел на нет. И сегодня выглядит как заброшенное и заросшее здание. Глава города дал поручение обновить всю проектно-сметную документацию и в период, в определенный срок, в 3 года, за счет средств администрации восстановить это дошкольное учебное заведение. Рабочие горстройпроекта расчищают территорию от зарослей с тем, чтобы строители могли приступить к своей части восстановительных работ. Как рассказала начальник управления образования администрации Сухума Астанда Таркил, садик был нетиповой, и в нем было всего 2 группы. В основном сюда отправляли детей, у кого были проблемы со здоровьем. В летнее время он был как оздоровительный лечебный лагерь и дошкольное учреждение. В центральной части нехватка дошкольных учреждений. Исходя из этого было принято решение, что с добавлением групп, с расширением, что парковая зона позволяла закрытие дошкольного учреждения. Директор горстройпроекта Астамур Пипи отметил, что проведены инженерно-геологические изыскания по состоянию подпорных стен и показал чертеж, по которому еще в 2013 году появилась пристройка к зданию для увеличения групп в саду. В будущем планировалось, я как понимаю, надстроить 2-й этаж, заднюю часть. Для актового зала. Для, спортзала не только. И актовый зал. 2 в одном. Тут 3 группы. 1, 2 и 3. Пристройка. И тут 2. И здесь 2 группы. Да. Итого получается типовое дошкольное типовое учреждение, которое рассчитано было бы на 5 групп. Детский сад «Солнышко» – историческое здание. Бывший дом князя Иналыпа, построен в 1892 году. В советское время здесь проживали известные государственные деятели – Ефремешба, Николай Акертава и Архип Лабахуа. На территории находятся парковые скульптуры, сделанные в 30-х годах 20 века. Все они будут сохранены. Еще есть скульптуры детей и там животных, то есть это в ходе расчистки мы обнаружили, что они до сих пор в состоянии таком, что его можно восстановить. Сейчас по поручению главы мы очищаем от зарослей, очистим само здание внутри. Пока поэтапно будем идти. По словам начальника управления образования Астанды Таркил, нехватка дошкольных учреждений в городе ощущается. Группы в детсадах перегружены, а в очереди стоит еще около 600 детей. Город получит новый дошкольный детский сад с новыми группами. Не только здесь уже рассчитано на 2 группы. Здесь добавляются еще 3 группы. Объем детей, это значит охват по нормам. До 100 детей получит подарок наш город. В конце 80-х годов прошлого века в Сухуме было 33 дошкольных учреждения. Сегодня всего 13. Их посещает 2500 детей. Садик «Солнышко», который будет восстановлен в течение 3 лет, несомненно, необходим маленьким сухумцам. Амра Амичба, Алексей Гухава, пресс-служба администрации города Сухум.
Отдел Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса по развитию молодежи и физической культуры подвел итоги музыкального проекта «Музыка в селах». Цель проекта – выявить и поддержать одаренных детей из сельской местности, предоставив им доступ к профессиональному музыкальному образованию и сцене. В рамках проекта проводились прослушивания в школах и домах культуры, где педагоги и музыканты отбирали наиболее талантливых ребят. Участники получают возможность обучаться у опытных преподавателей. Кроме того, для них организуются мастер-классы с известными абхазскими музыкантами. Помимо образовательной составляющей, проект «Музыка в селах» активно занимается организацией концертов и выступлений для своих воспитанников, что позволяет им приобретать сценический опыт и делиться своим творчеством со зрителями. В чем суть этого проекта? Первый этап проекта – это был мастер-класс по районам, то есть мы ездили в районы, мы ездили в села, где есть музыкальные классы, школы, музыкальные студии, и показывали, грубо говоря, в двух словах рассказывали, как создавалась музыка раньше, сейчас и как приблизительно будет создаваться в будущем. И параллельно мы еще давали возможность музыкальным студиям записывать песни, новые аранжировки или вообще новые песни, собственных сочинений и так далее. Для того, чтобы записать песню, чаще ребятам приходилось приезжать в город Сухум и приезжать в студии, а мы в этом плане смогли организовать так, что помимо мастер-классов еще, грубо говоря, находить новую талантливую молодежь поющую. С 28 июня в Абхазию запустят рейсы из Ханты-Мансийска. Время в пути составит 6 часов 55 минут, включая часовую техническую посадку в Саратове. Рейсы будут выполнять авиакомпания «Руслайн» на самолете «Бомбардир» вместимостью в 50 мест. В Национальной библиотеке имени Папаскир прошла встреча делегации из Татарстана с писательским сообществом Абхазии. Главный редактор общественно-политического журнала «Татарстан» Татьяна Вафина и создатель книжного сообщества «Прочтение» Оксана Бирюкова рассказали о специфике книгоиздания в Татарстане. Писательское сообщество Абхазии и гости выразили надежду на то, что взаимодействие получит хорошее продолжение. Одна из наших главных целей – это все-таки поддержка чтения, поддержка интереса к чтению. Да? Мы печатные СМИ, и нас иногда очень угнетает, что говорят, что все печатные СМИ скоро умрут, и будет только там, не знаю, один ТикТок на свете. Да? Вот, поэтому мы всячески с этим делом боремся, опровергаем и всегда поддерживаем любые книжные идеи. Просто мы как-то попали в район Ачимчира, и после чего вот в этом именно журнале у нас появился материал об этом, да, Ачимчира, город мира. И общаясь с людьми, мы тоже пришли к выводу, что здесь читают книги, в том числе читают на русском. Нас очень горячо поддержали. То есть сначала нас поддержали в Узбекистане, теперь нас поддержали в Абхазии, и мы решили, что нам пора выходить на международный уровень. Мы связались с Национальной библиотекой. Буквально вот прям за неделю все решилось. Мы приехали, и вот она встреча свершилась. Журнал «Татарстан», книжного сообщества «Прочтение» и Абхазской национальной библиотеки, ее писателей, ее читателей. Автопробег «Связь времен, связь поколений» пройдет в Абхазии 6 июня. Участники стартуют в 8 утра от станции ГУМа в Сухуме и проследуют по маршруту Новый Афон, Гудаута, Гагра, Сухум. В ходе пробега запланировано возложение цветов к памятникам героев Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии, а также митинг в Гагре. Организаторы мероприятия – Госкомитет по делам молодежи и спорту Абхазии, Совет старейшин и Ассоциация по правовой и социальной помощи российским соотечественникам. В завершении выпуска расскажем о погоде. В выходные дни 6, 7 и 8 июня в Абхазии ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью 15-20, днем 23-28 градусов тепла. Температура морской воды плюс 20 градусов. На этом информационный выпуск Ам Шившара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.